今天发布的主题 За прошедшие сутки в Китае более чем на четверть возросло количество летальных исходов от коронавируса, достигнув 106 человек. А количество зараженных превышает, по сведениям властей, 4,5 тысячи человек. Эпидемия распространилась практически по всей стране. Зарегистрированы случаи заболеваний в Пекине и в Шанхае. Эту информацию утром во вторник распространило агентство Синьхуа. Наиболее сложная ситуация в провинции Хубэй. Своих граждан намерены эвакуировать многие страны, в том числе и Франция, где имеются 3 подтвержденных случая заражения коронавирусом. У нас уже есть возможность проводить срочные лабораторные проверки. Сегодня этот факт важен, поскольку, чтобы препятствовать панике, требуется максимально быстро диагностировать подозрительную симптоматику. Речь идет о нескольких часах. И хотя Всемирная организация здравоохранения уже признала несколько дней назад вспышку заболевания национальной чрезвычайной ситуации для Китая, ее специалисты и руководство пока воздерживаются от введения режима международной чрезвычайной ситуации. Клиники и больницы в Ухане и в других городах провинции Хубэй принимают по 15 тысяч пациентов ежедневно, чтобы проверить их на вирусоносительство. Пекин также намерен построить за считанные дни больницу, где бы лечили только пациентов с коронавирусом. В схожей ситуации в 2003 году, когда в Китае была вспышка атипичной пневмонии, власти пошли на аналогичный шаг. Тогда от другого штамма коронавируса в Китае погибли не менее 800 человек. Генеральный директор ВОЗ прибыл в Пекин в понедельник вечером. ВОЗ, действующий под эгидой ООН, настаивает на необходимости глобального ответа перед лицом эпидемии. Чтобы справиться с распространением вируса, требуется объединить усилия. ВОЗ со своей стороны готовы координировать эту работу, снабжая страны, которым требуется квалифицированный совет, необходимыми консультациями, средствами экспресс-диагностики. В России мобилизованы медучреждения Приморья. Там готовы открыть не менее 1000 коек для больных с подозрением на коронавирус.